направлялся и в набережные Челны, и, мы едем с Ханты-Мансийского автономного округа. И на перекрестке я даже никого не видел, услышали удар, остановились, и вот результат. Нет бампера, и оказывается женщина. Я ее не видел. Вот подтвердит тоже, он не видел ее. Но ее-то не видел. Каким автомобилем управляли? Лада Галанталь, номер 609. Какая скорость у вас была движения? Тут небольшая, километров 40, не больше, потому что поток был очень большой. И движение было очень напряженное. Я даже не могу представить сейчас, как это случилось, как это произошло. Потому что следил за дорогой, а по сторонам-то больно не смотрел. Но ее я не видел, вот это точно не было. В условиях осеннего периода вопросы соблюдения правил дорожного движения пешеходами и, в частности, применения световозвращающих элементов на одежде и вопросы соблюдения скоростного режима водителями транспортных средств становятся вопросами жизни, а, к сожалению, зачастую и смерти. За период с 16 по 18 октября на территории Удмуртии произошли 7 наездов на пешеходов, в результате 3 человека погибли, 4 получили травмы. Все наезды произошли в условиях темного времени суток, либо в сумерки. Так, 18 октября на улице Карла Маркса около 5 часов утра водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, мужчина 64 лет, совершил наезд на пересекавшую проезжую часть на запрещающий сигнал светофора женщину 55 лет. Женщина на месте происшествия скончалась. Также на территории Завьяловского района и Воткинского района в ДТП погибли женщины 74 и 78 лет. Поэтому мы обращаемся ко всем жителям республики: примите меры к обеспечению световозвращающими элементами своих пожилых родственников, либо родственников, проживающих на территории сельских районов. Ну и, конечно же, без таких световозвращающих элементов на проезжей части в темное время суток становится находиться очень и очень опасно.